Итак, мы теперь пишемся. С этого времени, с этого момента идет запись. Давайте я сейчас вам предложу урок, занятия по грамматике. Мы продолжим изучение грамматики хакасского языка. И вот посмотрите, так, таблицу вы должны видеть. И в таблице есть раздел в глаголах, есть раздел аффиксы отрицательного аспекта. Давайте мы сейчас один из аффиксов рассмотрим. Аффикс отрицательного аспекта настоящего времени. Бин, пин, мин. Вот эти вот один аффикс пока. Давайте я сейчас поясню, что это такое. Так, переключаюсь на рабочий стол, на свой экран. Так, вы мне теперь подтвердите, пожалуйста, видите ли вы мой рабочий документ. Называется «Аффиксы отрицательного аспекта настоящего времени». Чаче. Если видите, поставьте 5. Так, ага, видите. Так, хорошо, я иду дальше. Так, ну давайте вот смотрите. Аффикс отрицательного аспекта. Ну, каков смысл этого аффикса? Мы иногда с чем-то соглашаемся и хотим что-то, наоборот, ну, чему-то мы хотим выразить несогласие или, допустим, отрицание чего-то, да. Ну, допустим, сагынчам, да, возьмем глагол сагын, думай, сагынча, думает, да. Мы сейчас это разбираем все в настоящем времени. Обратите внимание, мы сейчас разбираем только настоящее время. Сагынча, думает, сагынчам, аффикс первого лица, я думаю. А как сказать я не думаю? И вот для этого случая употребляется следующий аффикс, их 3. Бин, пин, мин. Когда употребляется бин, ну вы опять должны помнить закон согласования звуков, да. Звуки всегда имеют свой четкий закон взаимодействия. Если согласное заканчивается, если корень слова заканчивается на звонкое, гласно-согласно, да, примыкает звонкое, вот по этой аналогии. Соответственно, бин примыкает к звонкому корню, да, на б. Пин на п примыкает к глухому. Мин примыкает к сонорным. Вот тоже помните, сонорные звуки, они имеют свои собственные аффиксы. Не во всех случаях, но имеют. Их 3 звука. Давайте я их тут пропишу. Вот. Вот в этом случае. Ну и вот, давайте разберем теперь по лицам. Мин, я. Мин схщам, я тут показываю, да. Мин схщам, сх буквально выходи. Схщам, я выхожу. Мин схпинжам, я не выхожу. Или мин сахчам, я думаю. Мин сагн минджам, я не думаю. И мин сагн минджам. Мин одхщам, я сижу. Мин одырбинджам, я не сижу. А теперь на ты. Син. Син азран минджазм. Ну, я уже тут не беру азран чазм. Вот это уже. Я теперь рассматриваю только уже отрицательный аспект. Азран минджа зын. Но на син. Зын это аффикс второго лица. Азран минджазм. Ты не ешь. Нога син азран минджазм. Нога вопросительные местоимения. Нога. Почему? Син, ты не кушаешь, не ешь. Почему ты не ешь? Нуга син азран минджазм. Син кинога парбинджазм. Это следующее предложение вопросительное. Парбин ча зн. Зн аффикс второго лица. Парбинджазм не идешь. Парбинджазм не идешь, что ли? Типа, да. Ты не идешь ли? Кинога в кино. Син ты. Ты в кино не идешь, что ли? Ол третье лицо. Или он, она, оно, да. В хакасском языке родов нет, помните. Ол тильбинче б. Вопросительное предложение. Он не идет,
что ли, к нам. Киль, киль – это движение в нашу сторону. Киль, мы зазываем к себе киль. Кильбинже не идет в мою сторону. Кильбинже б, он что ли не идет? Ол сарнабинжа б. Сарнабинжа. Сарне пой. Сарнабинжа не поет. Ол сарнабинжа б. Он не поет, что ли? Теперь пис мы. Пис это множественное число. Пис парбинжа бс. Бс это аффикс множественного числа. Да, пис. Пис парбинжа бс. Мы не идем театрга в театр. Мы в театр не идем. Пис театрга парбинжа бс. Или пис мы сарнаспинжа бс. Сарнас буквально петь с кем-то, ну, не скажу хором, ну, допустим, дуэтом там или втроем, допустим, да. Мы тут не распеваемся, да, не поем. Сарнаспинжа бс. Мы тут не поем. Орей поздно, ирде вечером. Мы поздно вечером не поем. Но я тут указал как бы хором, потому что вот этот аффикс «с» указывает на взаимодействие с кем-то. Просто сказать «сарне» – «пой», а если сказать «сарнес» – «с кем-то пой», вот этот аффикс «с», он тоже указывает на взаимодействие с кем-то. То есть без сарнеспинджа, мы не поем друг с другом, да, получается, вечером. Орей ирда – поздно вечером. Орей ирда – поздно вечером. Сирер – вы. Кстати, допишу, тут не дописал. Вы. Сирер. Сирер парбинджа зар. Зар – это аффикс второго лица. На вы. Аффикс на вы. Парбинджа зар. Вы не идете или не едете. Куда? Ал зар в деревню. Тынар выходной. Тынаргун выходной день. Тынаргунде на выходной день получается. Сирер тынаргунде вы на выходной день. Алзар в деревню. Парбинджазар не едете. Сирер футбол ойнабинджазар. Ойнабинджазар. Вы не играете в футбол. Ну, тут еще раз указываю. Зар это аффикс на сирер, на вы. Так, олар. Они. Они, олар. Олар піске хын минжалар. Олар хын минжалар. Хын люби, хын минжа не любит, хын минжалар не любят. Лар это множественное число. Да? Піске нас не любят. Олар піске хын минжалар. Они нас не любят. Олар турбинжалар. Тур буквально вставай. Турбинжа не встает. Турбинжалар не встают. Ирте рано. Иртен утром. Вот смотрите, кажется, да, вот одно и то же. Вот, ну, звучание одно и то же. Иртен утром. Ирте рано. Олар они. Они утром рано не встают. Олар кинога шербинджелер. Шер ходи. Шербинже не ходит. Шербинджелер не ходят. Лер это множественное число. Аффикс множественного числа. Кинога в кино. Они в кино не ходят. Ну вот мы сейчас разобрали отрицательные аспекты, аффикса отрицательного аспекта. И помните, что вот на звонкие примыкает бин, на глухие пин и на сонорные примыкает мин. Вот. Ну и вот смотрите, давайте мы домашнее задание все-таки сделаем, наверное, да, вот надеюсь, где-то мы так. Вот эти заданные глаголы поставить в отрицательном аспекте в первом лице, мин. Ну вот эти, я тут пытался некоторые глаголы уже новые дать вам, да, чтобы у вас теперь должны лексическую базу расширять. Тут держи. Ур лей, пир дай, тасте
Тасте – кидай. Ал – бери. Сегр – прыгай. Одр – сиди. Шугур – шугур. Тут «р» произносится мягко. Шугур, шугур. Тур. А «р» тут тверже. Тур. Стой. Андерл. Падай. Андерл. И эти глаголы вы должны теперь проспрягать с первым лицом, с местоимением первого лица. Ну вот пример выполнения. Допустим, мин пасщам. Это утвердительный аспект, да, мин пасщам, и отрицательный. Мин паспинджам я пишу, мин паспинджам я не пишу. И вот таким образом надо будет проспрягать вот эти все глаголы в первом лице. Ну вот, пока вот на сегодня у нас такое задание. Так, задание услышали, да? Ну, давайте теперь мы перейдем ко второму разделу, к чтению текста газеты «Хабар» традиционно. Так, ну, такая женская тематика, ну, мне кажется, она актуальна, наверное, да. У нас прошло сообщение в газете «Хабар» 15 октября у нас, это завтра, по-видимому, в общем, день здоровья, женского здоровья. Ну и вот смотрите. Маммография иртынер. Ирт буквально означает «проходи». Иртынер – вы проходите. То есть пройдите маммографию. Дальше. 15 октябрьде тикси тилекейде имжек онкология зынан тоғыр күресшен күн танықтылша. Танықтылша, танықты буквально обозначь. Танықтыл обозначься, танықтылша обозначается. Күн танықтылша обозначается день. Какой день? Күресшен. Күрес – борись, күресшен – день борьбы буквально, да. День борьбы чего? Тоғыр. Тоғыр – против. Против чего? Онкология зынан. Против онкологии. Против онкологии чего? Имжек. Имжек это женские груди. Имжек. Дальше. Тилекей – мир, весь мир. Тилекейде – во всем мире. Тиксы тилекейде. Вот тилекей – мир, тилекейде – тиксы – во всем, весь. Во всем мире. Он bis октябрьде, 15 октября. И вот получается, 15 октября во всем мире против женской онкологии день борьбы отмечается. Ну, я так буквально перевел. Так, дальше. Кстати, вот по пословию имжек в Таштыбском районе, если вы, может быть, не знали, вот деревня есть такая, Имек называется. По-хакасски называется Имжек. А почему так называется? Потому что там две горы есть, они похожи вот как раз на женской груди, по-видимому, да. Их почему-то ассоциировали, и деревню назвали вот таким вот именем женской груди, Имжек. А по-русски Имек. Ну вот, если кто не знал, то знаете. Дальше. Шыл сай республиканың алгораттарында Россияның эжелері тиксі Россияның халық шөрізі эжемнің шұртызын алхалалар проект хостера алай лентажах акция иртырше. Очень длинное предложение на самом деле. Так, давайте начнем сначала. Иртырше, иртыр, проводи, иртырше, проводят. Акцию проводят. Кто проводит? Так, акцию проводят. Какую акцию? Ала лентажах под таким названием. Проект хостера. Хостера означает следовать чему-либо, да, или по проекту. То есть по проекту Ала лентажах, алая лента, проводится акция. Еще проект и название другого проекта. Как называется? Эжемнің шуртазын алхалалар. Алхал – это глагол, сложный глагол с модификатором хал. Алхал буквально так, сохрани. Алхалалар – сохраним. Эжем – мама. Эжемнің матери.
Шуртазын – жизнь. Матери жизнь сохрани. Вот название. Это название чего? Халых шерезы. Халых буквально общественный. Шерез – движение. Общественные движения. Вот название такое, да. Жизнь матерей сохраним. Тиксы россиянам. Россиянам – российское общественное движение. Тиксы – всероссийское. И где это движение проходит? Ал-город Тарынды. Ал-город – города-деревни. Город Тарынды в городах-деревнях. Шилсай – каждый год. Шил – год, сай – повторяемый элемент. Каждый год. Каждый год. Шилсай – республиканың. Ал-город Тарынды. В республиканском деревне-городах Россияның эжелері, российские матери, тиксы Россияның, всероссийское, халық шөрезі, общественное движение и название общественного движения «Сохраним жизнь матерей». По проекту Алая лента проходит акция. Ну вот я сейчас дословно переводил. Конечно, когда смысловой будем, если кто-то возьмется за смысловой перевод, то, конечно, надо применять логику русского языка, естественно. Ол күн Хакасиядағы ипшілерге тикке маммография иртібізіргі оңдай пирілші. Оңдай пирілші. Пирілші, пир, дай, пирілші дается. Оңдай, что? Возможность. Возможность дается. Какая возможность? Иртібізіргі, пройти. Что пройти? Маммографию пройти дается возможность. Тикке буквально бесплатно. Тикке маммография, бесплатная маммография. Ипшелерге женщинам. Ипшелер женщины, ипшелерге женщинам. Хакасияда г женщинам Хакасии. Ол күн, ол этот күн день. Этот день женщинам Хакасии бесплатную маммографию пройти дается возможность. Возможность дается. Сынықтық иртібіскен ипшілерінің көксіне алай лентажық хазапшалар. Хазы буквально прикалывай. Хазапша прикалывает, хазапшалар прикалывают. Лента жах. Жах это уменьшительно-ласкательный аффикс. Ленту прикалывает. Алой, алую ленту прикалывают. Көксіне, көксі буквально уже грудь. Грудь в смысле, вот в физическом смысле грудь, да, не в женском смысле. Көксі, вот на грудь. Көксіне. Ипше, лернің, ипше, женщина, лер, женщины, ипшелернің, женщин. То есть на женские груди алые ленты прикалывают. Кому? Иртібіскен. Ирт проходи, иртібіскен прошедшую. Что? Сынықтық, проверку. Или, в общем, кто проверился. Сынықтық, иртібіскен. Те, кто прошли проверку. Женщинам на грудь алую ленту, в общем, прикалывает, да. Ну вот такой день, день здоровья завтра, 15 октября, и можно бесплатно пройти маммографию. Маммографию, это для общего такого сообщения. Ну вот на сегодня пока, наверное, у нас будет все. Так, пока все. Да, вот про имек. У нас вот, кстати говоря, если у нас в хакасском языке еще есть слова, ну, допустим, которые примерно по этой же аналогии, они названы Кутенблюшский кряж, например. Есть такой горный массив, ну, Кутенблюш, да. Я сначала тоже не понимал, как-то внимания, честно сказать, не обращал. А потом оказалось, что это название нижних частей тела. Я пока не буду озвучивать эти части, они как бы не печатные, но тем не менее, по-русски вообще нормально, Кутенблюшский кряж, да. И в принципе. А вот я потом призадумался, ну это как-то странно, вот такие географические названия у нас есть.
Хорошо, ладно. В общем, до следующей встречи, до завтра, 8:30 вечера. И я приготовлю следующую порцию. Да, тут Юля комментирует. Так, завтра 8:30. И думаю, что мы проведем следующую порцию аффиксов уже на другие аспекты. Там по прошедшему или будущему времени разберем. Че таңдыға шеттірі до завтра паза туғасқанша. Че аным жоқтыр паза туғасқанша.